Таджики теперь не могут чувствовать себя в безопасности, что возмутило многих. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Россия выдала Таджикистану Аслидина Шарифова, брата Шавката Мухамади, директора, относящийся к таджикской оппозиции в изгнании Пайон ТВ. Аслидин Шарифов был задержан в сентябре 2022 года в Свердловской области Российской Федерации, а 1 октября 2023 года выдан правоохранительным органам Таджикистана. Сообщили его родственники. Где сейчас находится Шарифов, неизвестно. Власти Таджикистана о его экстрадиции и местонахождении не сообщили. По словам родственников, согласно заключению прокуратуры Тагил-Строевского района города Нижний Тагил Свердловской области, Аслидин Шарифов подозревается в сотрудничестве с запрещенными организациями и их пропаганде через СМИ и интернет. В Таджикистане это преступление, часть 2, статья 307, пункт 3 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Шавкати Мухаммад, брат Аслидина Шарифова, в беседе 9 октября сообщил, что все обращения родных к таджикским властям по поводу его местонахождения остаются без ответа. В России судебный процесс над Аслидином продолжается целый год, сказал активист оппозиции и добавил, что в Таджикистане его брата обвиняют в сотрудничестве с запрещенными в стране движениями Группа 24 и партии Исламского возрождения Таджикистана. Это полная чушь, заявил директор Пайон ТВ. В заключении прокуратуры Тагил-Строевского района города Нижний Тагил говорится, что Аслидин Шарифов находится в федеральном розыске 2021 года. Гражданин Таджикистана, как отмечается в документе, на своей фейсбуковой страничке размещал публикации в защиту ПИФТ и Группы 24. Напомним, что в сентябре 2022 года Верховный суд Российской Федерации признал ПИФТ террористической и запретил ее деятельность в России. Да, у Аслидина, как и у любого другого гражданина, была своя страница в Фейсбуке, где он излагал свои мысли. Думаю, что задержание и экстрадиция брата всего лишь предлог для того, чтобы заставить меня замолчать, считает Шавкати Мухаммад. Тем временем Нина Четверткова, адвокат Аслидина Шарифова, попросила родных Шарифова нанять ему в Таджикистане адвоката. 8 сутки, нет никакой информации о его местонахождении. Близким Шарифова необходимо нанять адвоката и потребовать через него от властей раскрыть место, где он сейчас содержится, говорит Нина Четверткова. По словам адвоката, ее попытки освободить своего подзащитного из СИЗО и препятствовать его экстрадиции в Таджикистан оказались тщетны. Мы даже дали прошение к российским властям о предоставлении ему статуса беженца, но его не отпустили, добавила адвокат. В 2022 году по запросу Душанбе из России и других стран в Таджикистан были экстрадированы около 100 человек, в том числе 18 подозреваемых в терроризме и экстремизме. Многие из них приговорены к длительным срокам тюремного заключения. 36-летний Аслидин Шарифов – уроженец Аштского района Сагдийской области. Он отец 3 детей. По словам близких, Аслидин с 2016 года жил и работал в России. Как вы относитесь ко всей этой ситуации, к тому, что Россия все чаще выдает таджиков властям? Разве это нормально? Такое ощущение, что они сговорились. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.